Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Ольга Степанова и Николай Дмитриев. У микрофона ведущая Саргалана Антонова. История волонтерского проекта «Антирак. Поддержка выживших» началась в Якутске в 2018 году. Инициатором этого движения, как знают многие наши телезрители и радиослушатели, стала общественный деятель Капитолина Капитоновна Алексеева. Человек, который смог избавиться от страшного заболевания не только с помощью медицины, но и благодаря собственной силе воли и, конечно же, поддержке родных. Вы никогда не знаете, когда ваша история вдохновит или поможет другому. Так говорят те, кто победил страшную болезнь. У каждого из них было тяжелое лечение, им тоже было страшно, опускались руки, были побочные эффекты, операции. Но главное, что для них это был этап жизни. Сложный, драматичный, но всего лишь часть жизни. Они прошли ее, преодолели и живут дальше. И это, думается, самое главное. Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Это сами пациенты, те, кто смог победить в борьбе с онкологическими заболеваниями, а ныне волонтеры проекта «Антирак. Поддержка выживших». Итак, это Лена Алехина. Добрый день. Добрый день. Альберта Рожина. Здравствуйте. Добрый день. А также психолог проекта, руководитель психологического центра, член Российского психологического общества Надежда Васильева. Добрый день. Добрый день всем. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тятим Саха-радиота. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 32 11 66. Ну что же, давайте начнем нашу передачу с истории вопроса. Что представляет собой проект «Антирак»? Вообще, что он для вас? Пожалуйста. Вообще, Капитолина Капитоновна, сама наш идейный вдохновитель, пережила это заболевание и отметила такую вещь, что когда человек болеет, когда он проходит лечение, очень много внимания, но насколько это возможно, получает и от родственников, от врачей. Когда наступает период ремиссии, человек все равно остается один на один. Каждый год он проходит обследование, каждый год он переживает, и неизвестно, что дальше с ним случится. И в этот момент он тоже нуждается в какой-то помощи и поддержке. Первоначально у нас была идея именно поддержка выживших, тех, кто эту болезнь пережил, потому что это не смертельный диагноз, и сейчас благодаря достижениям современной медицины это лечится, да, и в нашем проекте есть люди, которые доказывают то, что с этим диагнозом можно жить. Я сама, как пришла в этот проект, моя мама пережила в 2011 году, оперировалась, прошла курс химиотерапии, и сейчас она ведет абсолютно адекватный, полноценный, активный образ жизни. Да? Мы иногда вообще забываем, что она когда-то болела. Но она, конечно, проходит обследование, но ничего сейчас в ее жизни нам не напоминает о том, что вот было. Ну, только шрамы на теле. Да? Вот. И изначально мы хотели помогать именно тем, кто пережил, но постепенно так получилось, что в наш проект приходят и те, кому только поставили диагноз, те, кто сейчас проходит обучение, те, кто проходит лечение, да, химиотерапия, лучевую терапию, разные виды химиотерапии, там, радиологической и так далее. Их сейчас очень много разных видов лечения. И даже родственники. То есть наш проект, он настолько расширился, что мы работаем со всеми, кто с этой темой как-то соприкоснулся. И ходят к нам те, кто сами не болеют, но у них болеют родственники, и эти родственники болеющие не хотят ходить. Да, у нас как раз одни не хотят. Да. Есть у нас даже вот такие участники проекта. Семейные люди, вот, например, у нас Сидоровы, вот, Павел переболел, а Зинаида постоянно вот с ним ходит, да. И вот они как-то чувствуют опору ее постоянную, и легче все воспринимает и переносит. Вот это. И есть другая семейная пара, Светлана. Супруг у нее болеет, она ходит в наш проект, занимается с нами в группах всегда, а он не участвует.
То есть это такие бывают варианты. Бывают разные отношения действительно к болезни, но самое главное, чтобы именно родные, близкие, наверное, благодаря своим, может быть, возможностям, благодаря тому, что они приходят, ваш проект, да, помогает. Они помогают, конечно, своему получают супругу, помощь, поддержку, да. Конечно. Ну вот, как вы сказали, проект действительно расширил свои рамки, да, и насколько я знаю, за все это время своего существования он стал уже победителем фонда президентских грантов Российской Федерации, грантов нашей республики. А летом текущего года на форуме «Сильные идеи для нового времени» он вошел в 100 лучших проектов России. Да? Это значит, что вот эта идея была, конечно, уже признана даже на федеральном уровне. Да? Получается так. Да, я читала по всей России нет таких проектов. Да. И мы первые. Люди, перенимают наш опыт, и мы еще в республике, в городе Нюрбе, этим летом открыли филиал нашего движения, и там тоже есть и психолог, и там тоже есть и врачи, заинтересованные в этом проекте, ну и, конечно, есть люди, которые этот проект поддерживают. Вот, и вообще хотим расширяться дальше. Сначала на республику, потом, может, на всю Россию. Это действительно есть здорово, потенциал у проекта, да. Вот что дает такое достижение, как получение гранта вот на общественном уровне, да, то, что вот идет поддержка со стороны государства? Ну, естественно. Да, как я говорила, с 2018 года это было на добровольных началах, да, Капиталина Капитоновна собирала всех, кто хочет участвовать, может участвовать, да, привлекала всех заинтересованных. И 3 года этот проект уже имеет грантовую поддержку. И благодаря этому, конечно, да, финансирование имеет большое значение. Этот проект привлекает очень важных и нужных людей. То есть есть у нас встречи с врачами, да? Есть у нас творческие какие-то арт-терапии. И была вот выставка, которая... Мы подробнее об этом поговорим в дальнейшем. Да? И нутрициолог, и очень много разных направлений есть вот в этом проекте, не только психолог. Но я смотрю, что вы пришли еще и с книжками, да? Покажите, пожалуйста. Да, я принесла книги, хочу немножечко начать, что наш проект в 2018 году начался как раз вот с издания книги Капиталины Капитоновны «Настанет день». Она в своей книге изложила свой путь лечения, исцеления, понимания то, что происходит с обществом, то, что происходит с самой с ней, какие реакции, какие эмоции она испытывает. Вот. И, к сожалению, в нашей стране реабилитация онкобольных не предусмотрена. Когда Капиталина Капитоновна прошла свой путь лечения, она это очень четко поняла. И так как она человек деятельный, она решила объединить вокруг себя онкопациентов и начать помогать, то есть приглашать врачей, чтобы дополнительно могли рассказывать о последствиях химиотерапии, о последствиях лучевой терапии. Потому что лечение закончилось, и все, нас выпустили, мы вас вылечили, как говорят. А что делать дальше? А что делать дальше? Как быть? Вот. Возникает очень много вопросов, на которые у местных терапевтов мы не можем найти ответа, к сожалению. Вот. Поэтому Капиталина Капитоновна создала этот проект потихонечку, незаметно. Сначала была небольшая группа, несколько человек. Сегодня она уже насчитывает больше 100 человек. У нас есть очень инициативная группа, где-то порядка 15 человек, вот, которая всегда поддерживает. Вот сегодня немножечко приболела Капиталина Капитоновна и решила выпустить в эфир нас, своих учеников. Вот. И второе издание? И второе издание – это книга, которая недавно была презентована, 5 сентября этого года была презентация в Национальном художественном музее. Мы с Альбертой являемся участниками, героинями этой книги. Надо сказать, что вот благодаря проекту мы смогли рассказать свои истории, и 8 участниц рассказали свои истории, как они столкнулись с этим диагнозом, как они проходили лечение, что происходило в это время, какие они эмоции, чувства испытывали, как помогали им родные. Ну вот, к сожалению, этой книги, наверное, не все могут ее достать, не все могут ее прочитать. Каким тиражом, кстати, она вышла? Она вышла тиражом 1000 экземпляров пока. Но пока была
одна презентация. Я думаю, что будет открытие нового онкологического диспансера, и там еще будет презентация этой книги. Продается она... Ну, Капиталина Капитоновна, по-моему. Да. Катерина, наверное, есть. Екатерина, да. Пока только вот 1 сентября прошла первая презентация. Хочу рассказать, что когда мы готовили выпуск этой книги, нам устроили организаторы проекта фотосессию. Это было так... Расскажи, Альберта, про фотосессию. Событие, да, это было, конечно, для нас это вообще было событие такое. Мы первый раз встретились с косметологом, да, нас профессиональным визажистом, да, а потом нас фотограф профессионально снимал. Вообще все это в этой книге есть, и, конечно, это было все впервые. Но я хочу сказать про наших идейных руководителей, как сказала Надежда, про Капиталину Капитоновну, про ее дочку Катерину, да, какие они душевные люди. Вот Капиталина Капитоновна не побоялась открыто выступить перед обществом, что есть такие пациенты, которые перенесли такой, ну, не будем скрывать, в наше время болезнь очень тяжелая. Громко не говорят. И действительно уносила очень много жизней, да. Но благодаря проекту этому, да, мы стали свободно себя как-то спокойно чувствовать. Мы можем спокойно говорить, не стыдясь этого, не боясь этого, что мы переболели. И что есть люди, которые понимают, что с этим недугом тоже можно жить, да. Вот. Поэтому я очень положительно отношусь к нашему проекту «Антирак». И очень хорошо, что общество оценивает вот этот проект и поддерживает, да. Вот у нас было в сентябре, да, в июне сообщество, мы участвовали, «Антирак-группа». Тоже очень хорошо мы провели там, участие приняли, правда? Хорошо. Вот еще что у нас... У каждого из участников передачи, как вот я говорила, да, конечно, свой особенный путь в проект «Антирак». Давайте поделимся своими историями. Что вас вообще привело в проект? Ну, это очень деликатная, тяжелая тема, но тем не менее об этом стоит знать нашим телезрителям, радиослушателям, чтобы, может, как-то ободриться, идти вперед, бороться. Я, в общем-то, пришла в эту группу «Антирак» в 2021 году. Это стало быть, в 2021 году я переболела, мне поставили диагноз. Я прошла 8 сеансов химиотерапии. Это ужасная боль. Это вообще, кто прошел через эту химиотерапию, то понимает, знает, что это такое. И после операции, после выздоровления, я узнала, что есть такой проект, и я пришла этот проект. Ну, я работала в то время в фтизиатрии, да. Ну, это, знаете, вот рак, это туберкулез легких, да. И мы каждый год по 2 раза проходим ФЛГ, да. И в это время у меня нашли. Вот 6 месяцев прошло, у меня было все нормально. А потом после 6 месяцев, еще в следующий раз, уже мне норму не поставили. Вот, врачи. И направили на обследование в онкодиспансер. Ну, вот там поставили мне диагноз рак легких. И тем более 3-я стадия, злокачественная. Ну, вообще, первое, то, что я услышала, там было, конечно, страшновато. Но потом я всю волю свою собрала в кулак и решила бороться и жить. Вот так получилось. И теперь я у вас сижу в студии, рассказываю. Я первое время никому не рассказывала, как бы стыдилась этого. Ну, я сейчас спокойно могу говорить. И сейчас я могу даже девочек наших, которые первые пришли, да, обратились в нашу группу, вот наш проект, я могу спокойно рассказать, что это такое, как можно себя вести. И всему этому помогла наша Капиталина Капитоновна, Екатерина наша, да, и вся наша группа, которая вот мы все, да, Лена, друг друга поддерживаем. Вот у нас, девчонки, есть такие кондитеры, например, Леночка наша, какое печенье мы на Новый год-то сделали, да. Домики. Вот, да, домики. У нас был мастер-класс по оформлению пряничных домиков. Да.
Это такой был восторг, Вот, и да. восторг родных, друзей, все, когда эти домики пришли домой. И вообще мы впервые это делали все Да, сами, да. да. И, например, вот даже как глинотерапия, да, вот. Ой, забыла, как называется-то? Студия «Стек». Студия «Стек», да, мы там. Я, например, себе сделала селедочницу. Например, она у меня дома стоит. Мы нарисовали наши картинки благодаря нашей Машеньке. Вот. И То есть у нас... идет, можно сказать, всестороннее Раскрытие творчества. да, развитие, Да, раскрытие. да. И человек не замыкается в самом одном. И все развивается. И каждый день что-то новое узнаем. Например, Надежда нас вот каждую неделю проводит психотерапию. Мы тоже учимся у нее всякому хорошему, вот, успокаивать. Позитиву. Да. После ее занятий, семинаров у нас бывает такой позитив, такое спокойствие. И все этому благодаря нашей Капиталине Капитоновне. Здорово. Да. Лена, давайте, наверное, попросим теперь вас поделиться своей историей. Я столкнулась с диагнозом онкологии в 2018 году. Узнала про проект при прохождении химиотерапии в онкодиспансере от своей знакомой, теперь уже подруги, с которой мы дружим 5 лет, с Леночкой нашей Корзинниковой, тоже участницей проекта. Она мне как-то так вскользь сказала, что там была на какой-то встрече антирак. Вот, есть Капиталина Капитоновна, там руководитель, она выпустила книгу, хочешь, я тебе дам почитать эту книгу. Вот. И вот у нас, знаете, как цыганское радио в онкологии среди пациентов такая вот молва пошла. Думаю, дай-ка я схожу, посмотрю, что это за Что проект, такое, да? что это такое, да, и как-то вот в 2018 году я пришла на одну из встреч. Встреча была Капиталина Капитоновна, она рассказывала о себе, какой она путь прошла. Просила нас приходить, не замыкаться, общаться, равное общение. И я поняла, что тут люди одинаковые, мы можем разговаривать на одном языке. Да, мы равные. Мы равны, да, Да, равное Да, общение. больной, наверное, поймет больного Да, больше. конечно, Так оно и получилось, да. Мы, Капиталина Капитоновна нам рассказала свою историю, мы сидим тут рядышком, общаемся. Да. У тебя какой диагноз, у тебя какой диагноз, а ты... И вот у нас такое потом- пошло общение, да. Но вот это уже люди на тот момент были, которые прошли лечение основное, там, допустим, операцию, химиотерапию, лучевую терапию. Вот. И нужно было равное общение, как я теперь называю. Мы его нашли в этом проекте. Этот проект мне дал, как и всем, впрочем, очень много. Да? Я впервые попробовала рисовать пастелью, красками. Да? Для меня рисование... Я не творческий человек. Больше точно я могу посчитать. Там, так. А рисовать для меня это было что-то заоблачное. А тут взяла в руки кисть. Почему нет? Тут девочки рисуют. Тебя же никто не ударит по голове. Ну что это нарисует? Первый мой рисунок был такой детский. И вот он в книге есть здесь... Как раз я его назвала первое мое знакомство с красками и с кистями. Потом в проекте я впервые села за гончарный круг. Да, гончар, И вот. в руках глину попробовала, Да, крутится. Это, знаете, это как волшебство какое-то все, да. И я хочу сказать, что когда у нас заканчивается мастер-класс, все выходят такие, знаете, счастливые, вдохновленные, и Как все дети, забывают. да, наверное? Как дети. Мы себя Да. там чувствуем детьми, когда впервые ребенок взял игрушку, да, какую-то неизвестную. Также мы впервые взяли кисти, стали рисовать, впервые сели за гончарный Да. круг. Но это все благодаря нашему проекту. И, конечно, нашим организаторам Капиталине Капитоновне и координатору проекта Екатерине. Да. Мгм. Ну, я знаю, что вы являетесь волонтерами проекта, да? Что значит для вас вот волонтерство? Это участие, то есть... Проводимых мероприятий, да. Что-то, Да. какое-то мероприятие у нас организуется, у нас есть группа, да, в группу скидывает Капиталина Капитоновна или Екатерина, так, вот такие-то, значит, предложения, Да. нужно то-то, то-то сделать, Задачи кто ставят может. перед нами, И, да. и мы начинаем, знаете, как в этом фильме, я, вот так вот. Да, хорошо. А что, на ваш взгляд, объединяет людей в этом движении? Общая беда или все-таки стремление устоять перед болезнью? Стремление. Стремление устоять, конечно, в первую очередь. Мгм. Да, Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о проекте «Антирак». Оставайтесь с нами.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И напомню, что сегодня мы говорим о проекте «Антирак. Поддержка выживших». Общественное движение «Антирак. Поддержка выживших» объединяет людей, переживших рак, и их родных. Наши волонтеры организуют встречи и беседы со специалистами для непосредственной помощи, улучшения психического состояния и эмоциональной поддержки больных и их близких, которые страдают не меньше, чем сами больные. Главное в это время – не оставаться один на один с коварной болезнью и замыкаться в себе. Наоборот, надо общаться, делиться своими тревогами, встречаться. Мы вместе поможем друг другу в излечении и реабилитации после лечения. Пора объединяться. Вместе мы сильнее, и нам легче победить недуг. Подробности на сайте antirак-ekt.ru. Дорогие друзья, психологическая помощь требуется не всем онкобольным, но многим. И традиционно, конечно, в нашей стране моральную поддержку возлагают на онколога. Ну, это правильно, но ему зачастую просто не хватает времени заглядывать в душу каждого пациента. И человек с онкологическим диагнозом может оказаться словно в зазеркалье. Его жизнь делится на «до» и после. Вот как правильно поддержать человека, больного раком, чтобы не дать ему упасть духом и сохранить силы для предстоящих испытаний? И чем отличается работа с онкопациентами от работы с другими клиентами? Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостями нашей студии. Я напомню, что это сами пациенты, те, кто смог победить в борьбе с онкологическим заболеванием, а ныне являются волонтерами проекта «Антирак. Поддержка выживших». Это Лена Алехина и Альберта Рожина, а также психолог проекта, руководитель психологического центра Надежда Васильева. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТТМ Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Ну что же, Надежда, я знаю, что вы работаете в проекте «Антирак» уже 5 лет. Расскажите, пожалуйста, а у нас вообще в России есть какое-то профессиональное сообщество психологов, которые работают в онкобольницах, в онкоцентрах и так далее? К сожалению, это очень узкое специализированное направление психологической работы. Есть у нас клинические психологи с объединением своим, медицинские психологи, которые работают с разными заболеваниями. А вот таких прямо профессиональных, чтобы всероссийских, нет. Есть какие-то там локально в Москве, в Питере, там в других больших каких-то городах. Вот, но это движение сейчас развивается очень большими шагами. Надежда же и специальное обучение прошла. Да. Вот вы сказали, что пришли в этот проект благодаря матери, да? Ну, не благодаря, а потому что я знаю об этом не понаслышке, а то, что мой близкий человек перенес это заболевание. И поэтому я знаю, что испытывает этот человек, в чем нуждается этот человек. Ну и как родственник я тоже это пережила. То есть я не только вот со стороны как врач на это смотрю, а как человек, который близко вот это тоже пережил, можно сказать, да, со своим родным человеком, да. И как пришло решение вообще войти в этот проект? Кстати, вот психологом. Вот Капиталина Капитоновна, она меня пригласила вот в 2018 году, и мы тогда вот волонтерски, чисто на голом энтузиазме, мы вот собирались, приглашали прямо всех, кто хочет, и очень радовалась, когда 1-2 человека приходили на занятия. Мало знали, наверное. Да, но потому что в нашем обществе к онкозаболеваниям есть до сих пор какое-то такое отношение, что даже само слово как будто заразно, даже слово «рак» сказать, да, очень тяжело. Если человек сам заболел, он замыкается, никому об этом не говорит. Если родственники болеют, тоже все скрывают это, как будто это что-то постыдное и очень ужасное и страшное. Да. Но на самом деле, вот для чего мы здесь собрались, говорить об этом нужно. Да. И как раз люди, которые это переносят, им очень важно, чтобы люди их понимали, чтобы они могли говорить о своем состоянии, о том, что они переживают,
переживают, о том, что они хотят. И даже просто мы, когда вот собираемся и просто обменялись новостями в кругу, уже всем становится как-то конечно, весело, веселее спокойно, становится, хорошо. спокойно. Да. У нас любое занятие с Надеждой начинается как раз с рассказа. Каждый рассказывает, как ты себя чувствуешь сегодня. Да. Что ты ощущаешь, какие твои чувства, какие твои эмоции. То есть обмен именно вот идет своими мнениями. Эмоциями, энергией, да, и так далее. Ну вот говорят, что человек, который узнал для себя тяжелый диагноз, переживает даже 6 стадий, да, психологических. И главное, вот как вы сказали, это человек замыкается в себе. И это, наверное, самое страшное. Да. Всякие авторы выделяют разные стадии. Я выделяю 5 стадий. Да? Первая – это шоковая. Когда человеку говорят в лоб: у тебя онкология, врачи у нас обычно не церемонятся, сразу в лоб тебе говорят, никакой подготовки, ничего. И это звучит как приговор для многих. И люди попадают в такой вот ступор. Да? И это звучит, как будто тебя ударили по голове, ты ничего в этот момент не соображаешь. Эта стадия самая короткая, но она быстро проходит. Ты все-таки начинаешь что-то понимать. Вторая стадия отрицания, когда ты говоришь: нет, этого не может быть, я перестану, это ошибка, это не мои анализы, это со мной этого не может произойти. Да. Мы же все живем вот в какой-то такой иллюзии, что все плохое это с кем-то, где-то там. Только не со мной. Только не со мной. Как это со мной такое? Нет, не может быть. Да? Это вот отрицание, психика не может это принять, и она таким образом защищается, что не со мной. Или это страшный сон. Это сон. Это все во сне. Вас тут нет, меня здесь нет. Я проснусь, и все будет как раньше, никакой болезни у меня нет. Эта стадия тоже проходит. И надо человеку помочь эту стадию пройти, прожить, чтобы он все-таки принял эту болезнь, что все-таки есть это. Почему? Потому что если ты это принимаешь, ты можешь лечиться. Когда ты это отрицаешь, некоторые до последнего начинают же отрицать, и это никак не способствует выздоровлению. Некоторые даже отказываются лечиться. Отказываются от лечения, отказываются от операции. Это как раз вот из-за того, что вот отрицание стадии, они застревают на ней. Потом агрессия, когда ты ищешь виноватых. Если это страшное случилось, кто-то должен за это отвечать. Кто? Кто-то виноват, да. И очень плохо, когда человек начинает винить себя. А вот агрессия, да, надо было вот это сделать, или не надо было этого делать. Или там врачи, вот если бы они раньше это мне сказали, если бы они могли раньше это обнаружить. Там, или, поиск виноватых, на самом деле, это очень большая затрата энергии, но причем ни к чему не приводит. Виновата я, виноват там кто-то, да, и что дальше? Надо же с этим что-то делать, надо же дальше жить, насколько тебе отведено. На самом деле все мы же умираем, все люди же смертные, рано или поздно от того или иного заболевания. Или даже не заболевания, несчастных случаев и так далее. Да, все люди имеют какой-то определенный, скажем так, срок жизни. Да? И когда этот срок жизни твой закончится, никто не знает от чего. Но пока ты живой, если ты сегодня проснулся, если ты сегодня дышишь, если ты сегодня думаешь, видишь солнышко или там небо просто, ты можешь сегодня что-то сделать хорошее для себя или для окружающих. Правда ведь, да? Как бы ты там что ни переживал в этот момент. После агрессии это депрессия. То есть на предыдущих стадиях человек тратит очень много своей энергии, и он уходит в энергетический минус. Это такой энергосберегающий режим, когда человек ничего не хочет, ничего не испытывает, полная апатия, нет сил, ничего не радует, и вообще теряются краски жизни, смысл жизни. Вот это вот самая затяжная очень часто бывает стадия, и на этой стадии многим нужна не только психологическая помощь, а еще и психотерапевтическая, психиатрическая. То есть медикаментозная, когда человек очень глубоко в этой стадии погружается. Сейчас психиатров тоже многие боятся. Да? И они говорят: ой, нет, это поставить на учет, это лекарство, это зависимость, это нет, давайте я вот сам. А сам человек, если не справляется, не нужно бояться. Антидепрессанты, но многие на Западе, например, пьют как витамины. Постоянно. Да? Я не желаю нам до этого дойти, но все-таки бывают такие ситуации и стадии переживания различные, когда тебе нужно попить таблетки для того, чтобы ты стал себя лучше чувствовать, у тебя была энергия для того, чтобы ты начал как-то дальше двигаться по жизни. И после депрессии, вообще депрессия имеет разные уровни. Есть легкая, когда человек сам справляется, более средняя, скажем, психолог, когда тебе может помочь. И более тяжелая, когда уже там тебе нужны лекарства, да, серьезные.
И последнее – это принятие, 5-я стадия. После вот этих всех переживаний, но они не идут по порядку и не идут по графику, они могут там меняться, мы можем туда-сюда ходить, переходить там, да, в этих стадиях. А что такое принятие? Это значит, да, я болен, да, у меня такое заболевание. Это не самое лучшее, что со мной могло случиться, но я знаю, что я могу с этим побороться, я могу лечиться, и я могу, ну, вот справляться с этим. И я приложу все свои усилия для того, чтобы, ну, имея это заболевание, все равно качество жизни, да, свое, насколько возможно, улучшать. Вот эти вот стадии. А как вот вы советуете, например, заболевшим, когда все-таки нужно обращаться к психологу? Вот сразу, вот прямо вообще есть такая практика в некоторых российских больницах, да, но в очень редких частных, и на Западе во многих больницах, в Европе, там, в Америке, когда диагноз сообщается вместе с психологом. Когда человеку не говорят вот в лоб, да, вот тебе диагноз, вот иди и живи с этим, да, а его готовят к этому, и с ним разговаривают об этом, тут же говорят про его чувства, тут же ему проводится психологическая помощь для того, чтобы он не замыкался, не уходил в то, что это все плохо, это конец, но и не уходил в отрицание и то, что вот я не Если бы вот такое было, да, пациент сколько мог бы сохранить своих ресурсов для дальнейшего же лечения, восстановления и так далее. И когда ему говорят, вот такие есть варианты, вот такое есть лечение, и вот надо вот это делать, и, в общем-то, все может быть хорошо, да, если ты будешь придерживаться вот такого плана лечения, например. Хорошо. А вот какие службы психологической поддержки есть у нас в республике? У нас есть при Министерстве молодежи Республиканский психологический центр на Курашова, наверное, вы знаете, да. Есть при Министерстве образования очень много школьных психологов, есть центр, который работает с детьми. В Минздраве тоже есть, но у них как-то вот немножко они разрознены. Но в больницах в каких-то психологи есть. Да, но это вообще на усмотрение главного врача, к сожалению. У нас нет обязательно то, что в каждом отделении, допустим, в больнице должен быть психолог. Это вот как главный врач сам, насколько он сам понимает важность психологии и насколько сам он может обеспечить, ну, штатную такую единицу. А вот как правильно разговаривать с человеком, у которого онкология? Вот многие говорят, что самое неприятное, что им приходится переживать, это жалость. Потому что, конечно, все люди жалеют и начинают высказывать. От этого человеку ведь лучше-то не становится. Когда с человеком происходит любая неприятная ситуация, например, потеря близкого человека, да, тоже тяжело, или там он получил инвалидизацию, или вот тяжело как-то заболел, мы сами очень боимся этого, мы не знаем, как на это реагировать. Допустим, это с нашим родственником, знакомым, другом случилось, да. Нам самим становится настолько страшно, а мы думаем, ну вот что, если я сейчас начну лезть, и он скажет, зачем вы лезете, не лезьте, я сам должен справиться. Это может быть. Да, или наоборот, я там отстану, а он почувствует себя брошенным, вот, и мы не знаем, то ли подойти к человеку, то ли... И от этого и часто мы сами тоже замыкаемся, да? Ну ладно, если ему надо, он позвонит, попросит. Но ему вообще не до этого, и поэтому и каждый еще человек индивидуально реагирует. Кому-то надо прямо, чтобы все его окружили любовью, заботой, чтобы вот он прямо его как маленького ребенка ухаживали за ним, жалели. Кому-то это надо, да? Кому-то ничего не надо. Он говорит, вообще ничего у меня про болезнь не спрашивайте. Вообще, чтобы этих разговоров не было. Вот я нормально работаю, дальше вот живу, и вот, пожалуйста, ко мне относитесь как к нормальному, здоровому человеку. И что с этим делать? Ну, надо у человека спросить, тебе как вообще? Да, что ты... Вот если тебе нужна помощь, пожалуйста, к нам ты можешь обращаться в любое там время дня и ночи, там, материально, финансово, психологически, мы тебе вот, как хочешь, если тебе это надо, вот ты просто нам скажи, и мы всегда рядом. То есть человеку дать понять, что он может на вас рассчитывать. И спрашивать его, да, но не сильно лезть, но и в то же время не отстраняться, не закрываться. То есть найти какую-то золотую середину. Золотую середину, и вот такой подход, что мы тебе готовы помочь, да, и ты можешь на нас рассчитывать. Человек должен знать об этом, что он не один, и что он в случае чего может рассчитывать на помощь близких. И вот близким нужна
чаще всего тоже помощь. Они не знают, как с этим справляться. Да, кстати, вот как самому пережить-то болезнь, например, близкого человека? Есть же еще разные отношения к болезни. Некоторые, когда получают диагноз, лечение проходит, они прямо уходят, да, вот все плохо, я там самый больной на свете человек, они начинают, у них меняется характер, они становятся очень раздражительные, капризные. Это, конечно, болезнь так влияет, да, и близким становится очень-очень тяжело. Конечно. И, да, вот с таким человеком жить, у которого вот такая апатия, негатив, вот уход во все такое плохое. И близким, если человек, ну, бывает там лежачее состояние какое-то время, да, для близких прямо очень нужна поддержка самим, и им нужно самим справляться со своим эмоциональным состоянием. То есть если они подключаются вот в это негативное состояние, ну, оба в минусе, ну, никакой помощи, поддержки от этого не будет, они оба будут раздражаться, оба, ну, им справляться будет им сложно. И поэтому родственникам важно сохранять какую-то внутреннюю опору. Им важно, кроме этого, иметь еще какие-то дела, откуда они могут черпать энергию, где они могут хотя бы немножко отдохнуть, расслабиться, отвлечься, для того, чтобы брать оттуда силы, и эти силы для того, чтобы вот дать больному человеку, и они могли заботиться о своем близком, который болеет. И эти силы, вот как мы узнали, да, можно получить в нашем проекте, да. В нашем проекте, где мы и получаем этот позитив и силы. Ну вот расскажите, пожалуйста, как вообще проходят ваши занятия? Хотелось бы знать ваши эмоции и так далее на те психологические тренинги, которые Надежда проводит. 2 раза в месяц. Сама атмосфера галереи Осипова. У нас, представляете, занятия проходят в галерее. Вокруг картин замечательных Афанасия Осипова. И каждый раз светло, много воздуха. Да, много цвета, красок ярких. Да, и всегда нас там так встречают очень доброжелательно работники. Ну, к сожалению или к счастью, для нас мало людей туда ходит. Да, и в это время нам обычно никто не мешает. В 4 часа по четвергам, но не каждый четверг, через четверг мы встречаемся, и мы обсуждаем какую-то определенную тему. То есть сначала, вот как сказали, проходит у нас круг, как каждый себя чувствует, да? Потом мы обсуждаем эту тему, и мы делаем какую-то практику психологическую. То есть это не лекция, они сидят там, записывают, там, что надо. Нет. Да? Это практика, и именно это какая-то психотерапия, когда мы делаем какие-то упражнения и с телом, и эмоционально. Иногда мы рисуем там, да, иногда мы выезжаем на природу, допустим, у нас есть занятия каждую весну на ледоход. Табагинский мыс. На Табагинский мыс, это уже у нас такая традиция, когда вот полно подснежников и ледоход, и мы там берем силы прямо от природы. Вот разного, ну, такого плана занятия, которые и каждый раз, ну, вот люди получают очень большой такой и настрой, и ресурс эмоционально-энергетический. Ну и беседы с врачами прямо на природе бывают, да? Да, встречи с врачами в рамках этого проекта. Причем врачи такие разные специализированные, которых просто так вообще попасть к врачам же очень сложно. А тут врач сам приходит. Да, узкий специалист, например, да, отвечает приходит. на все вопросы, которые вот могут интересуют нас самих, да. У нас есть главный внештатный онколог Феодосия Гаврилевна, одна из любимейших наших врачей, которая приходит, отвечает на вопросы. Вот есть в проекте такая программа, это прогулка с доктором. Мы гуляем, и в это время мы можем врачам задавать вопросы, они отвечают. И вот рядом с тобой идет Феодосия Гаврилевна, и она отвечает на вопросы любые. Спасибо. Я восхищаюсь просто героями, которые гостили у нас сегодня в студии и рассказали каждый из вас свою историю, за ваше мужество и за стремление помочь тем, кто болен. Дорогие друзья, всего вам доброго. До свидания. Не болейте.